Главные события уходящего понедельника, 1 сентября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Коротко о темах. Владимир Путин назвал Турцию надежным партнером на международной арене. Расскажем, как прошла встреча лидеров двух стран в рамках ШОС. Запрет на дачный бизнес, ограничения на снятие наличных, вторая рука против мошенников и другие новшества. Расскажем, что изменится в жизни россиян с приходом осени. Путь к новым знаниям и ярким открытиям. Сегодня в России День знаний. Узнаем, как прошло 1 сентября в столице и в районах республики. Подняться над суетой времени, ощутить себя наследниками духовных и интеллектуальных богатств. 14 сентября Национальная библиотека республики отметит вековой юбилей. Ну а тем временем мирницы сразятся в забеге «Алмазный кросс». Спортсмены впервые пробегут по трассе, огибающей карьер мир. Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Он поблагодарил турецких друзей за помощь в урегулировании конфликта и подчеркнул, что на переговорах в Стамбуле удалось, цитата, «продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере». Напомню, 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров. Делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись во время второго раунда. На Стамбульской площадке признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На Стамбульской площадке с мая этого года прошло уже 3 раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее. Уже с осени в стране начнут действовать новые законы, которые коснутся ряда сфер, например, жилищных вопросов, размера госпошлин и размещения рекламы. О самых важных изменениях для россиян расскажем далее. С 1 сентября в стране вступят в силу законы, касающихся разных сфер, от изменения в школах до размещения рекламы и увеличения размера госпошлин. Обо всем по порядку. Штрафы вплоть до 500 тысяч грозят россиянам за заказ или размещение рекламы на интернет-ресурсах, признанных запрещенными, экстремистскими или нежелательными организациями, в том числе и соцсети. Нарушениями является даже скрытая или нативная реклама, а также старые публикации, доступ к которым открыт. Изменения коснутся и размера госпошлин для автомобилистов. Согласно закону, пошлина за выдачу водительских прав подорожает вдвое – с 2 до 4 тысяч рублей. Помимо этого, цены вырастут на выдачу документов и государственных номерных знаков, причем не только новых, но и утраченных, а также пришедших в негодность. Согласно постановлению правительства, утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков. Например, они не должны быть заросшими сорняками или захламленными. Участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, будут признаны неиспользуемыми при отсутствии дома спустя 7 лет с момента оформления прав. Если сооружение уже построено, то его необходимо содержать в надлежащем виде. Разумеется, на устранение нарушений будет даваться время. Установлены особенности обработки данных с целью повышения защищенности персональных данных граждан путем обезличивания. Под обезличиванием понимаются действия, после которых невозможно определить принадлежность данных без использования дополнительной информации. Все полученные сведения будут группироваться по определенным признакам и передаваться в государственную информационную систему. Биометрия этого не коснется. С 1 сентября в школах ведут ряд изменений. Самое важное из них – это единое расписание. Делается это для того, чтобы обеспечить одинаковый темп изучения предметов по всей стране и удобство для учеников, например, при переводе из одной школы в другую. Кроме этого, введены оценки за поведение, установлены нормы учебной нагрузки, а также при планировании уроков будут учитываться задания ОГЭ и ЕГЭ, чтобы детям было проще подготовиться к единым госэкзаменам. В продолжении темы с 1 сентября в силу вступил закон, который разрешает российским банкам ограничить операции по снятию наличных при подозрительной активности. Отныне банки должны проводить проверку с помощью специального перечня признаков подозрительных транзакций.
Если будет замечено нарушение, финансовое учреждение имеет право поставить лимит на снятие не более 50 тысяч рублей единовременно. Данное ограничение будет действовать 2 дня, пока банк проводит проверку. Дополнительно новый закон заставит банковские учреждения выставить лимит на снятие наличных через банкомат. Также сегодня вступил в силу и закон об обязательной предустановке магазина приложений «Рустор» на технику. Распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Раньше «Рустор» мог быть установлен только на операционные системы Android и Harmony OS. Теперь в этот список добавились iOS и HyperOS, устройства Apple и Xiaomi. «Рустор» должен быть установлен на внутренний носитель любого устройства. Вместе с отечественным магазином приложений также обязательная установка мессенджера Max. Программа призвана заменить ВК-мессенджер. Через него уже можно записывать голосовые сообщения, печатать обычные, звонить и делиться медиафайлами. Приложение будет иметь связку с порталом госуслуг и образовательной платформой «Сферу». Аэропорт Владивостока в 10-й раз станет воздушными воротами Восточного экономического форума, который состоится уже с 3 по 6 сентября во Владивостоке и пройдет под девизом «Дальний Восток. Сотрудничество во имя мира и процветания». В этом году на форум ожидается участие более 4,5 тысяч человек и представителей СМИ из более чем 70 стран и территорий. Предварительный план полетов с 1 по 7 сентября включает в себя более 580 рейсов на прилет и на вылет, в том числе рейсы бизнес-авиации. Пиковыми днями обслуживания гостей станут 3 и 6 сентября. К другим темам. День знаний в Якутске стал двойным праздником для учеников Саха-политехнического лицея и новой школы номер 40 имени первого президента Якутии Михаила Николаева. Ведь именно 1 сентября новые объекты открыли свои двери для школьников и их родителей. Подробнее о прошедшем дне расскажет Тимур Колмогоров. С цветами в руках и рюкзаком наперевес сотни школьников собрались перед порогом новой школы, гордо носящей имя Михаила Ефимовича Николаева. Его строительство началось еще в 2022 году. Для детей и их родителей это радостное и долгожданное событие. Для меня лично это очень значимо, в том, что это школа первого нашего президента. В свое время я училась во 2-й школе. Президентская школа тоже была в свое время. И так получилось, что мои дети, особенно моя младшая дочка в 1 класс, поступила тоже в школу нашего первого президента. Великолепный состав. Прекрасная новейшая школа, все оборудовано. Приходили на субботники, мы высаживали цветочки, принимали участие активное. В дальнейшем будем помогать и будем стараться, чтобы наша школа была лучшая. На торжественной линейке Айсен Николаев объявил об издании указа о переименовании сети президентских школ в сеть школ первого президента Якутии. Глава региона поздравил всех учеников и учителей школы со стартом нового учебного года и официально открыл новый объект. Трехэтажное здание на 990 мест, построенное в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», имеет общую площадь в более чем 17 тысяч квадратных метров. Оно включает в себя спортивные залы, библиотеку, мастерские, медблок и столовую на 540 мест. Всего в школе будут учиться 33 класса на 2 языках, среди которых также будет проводиться специализированное обучение педагогов, медиков, программистов и энергетиков. Вместе с тем в здании будет действовать Центр военно-патриотического воспитания «Воин». Здесь, в центре «Воин», ученики школы смогут освоить основы начальной военной подготовки. Это тактическая медицина, огневая подготовка, управление беспилотными летательными аппаратами, а также множество военно-спортивных соревнований. Целое крыло школы отдано для военно-патриотического воспитания. Здесь будут на основе соглашения с Центром «Воин», который у нас в Якутске успешно работает, как раз детям даваться то необходимое знание, которое сегодня, конечно же, очень востребовано в нашей жизни. И уверен, что во всех наших школах, не только в этих новых, но и во всех школах нашей республики, конечно же, особое внимание будет всегда уделяться вопросам патриотического воспитания наших детей.
Окончание строительства дополнительного корпуса для Саха политехнического лицея все ждали очень давно. Здание в 5000 квадратных метров вместило в себя дополнительные классы и 8 кластеров по профильному направлению. В одном из них Марат Петров будет готовить юные кадры для судостроительного дела. В связи со строительством этой судоверфи в Жатае мы готовим детишек к жатайскому технику. У нас договоренность есть, и вот кластеры открылись, дорожное, и в этом это судостроительство тоже входит. Будем обучать судомоделированию, модели судов, катеров. На 3-м же этаже разместился планетарий, где дети будут учить астрономию. Здесь дети смогут изучать различные небесные тела и звездные светила, в обнаружении и слежении которых им помогут мощные телескопы. Я каждый год принимал участие на Олимпиадах от «Сириус» и смог стать призером республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников астрономии имени Струве. С открытием планетария я планирую дальше развиваться и более углубленно начать заниматься этим предметом. Учащиеся этих 2 образовательных заведений в День знаний получили не только просторные здания, но и новые возможности для реализации навыков и талантов. Тимур Колмогоров, Иван Сорокаумов, Нюргун Старостин, Якутск. Сегодня и школа номер 29 торжественно встретила своих учеников и совсем юных первоклассников, которые начнут свой первый учебный год в новом корпусе. Обо всех подробностях в сюжете Анастасии Пуляевой. 29-я школа столицы открыла свои двери для 1600 учеников, в том числе и для 185 первоклассников, которые только начинают новый этап своей жизни. Поздравил наших самых молодых участников, тех первоклассников, которые пойдут в этом году первый раз, переступят порог. Вот я как раз был в их классе, который они сейчас увидят. И, конечно, поразился тому праздничному духу, настроению, которое есть в этом помещении. И, безусловно, это запомнится им на всю жизнь. Конечно же, они волнуются. Вот сейчас мы провели торжественную линейку, и мы видели их лица радостные, которые вот с распахнутыми глазами сейчас зайдут и сядут за парты. Учебный год для детей начинается в новом корпусе, строительство которого завершилось в декабре прошлого года. Новое, полностью оборудованное здание на 350 мест позволило расширить образовательную программу и улучшить ее качество. Например, в этом учебном году для учащихся школы открылся новый профиль обучения – естественно-научный класс. Вот здесь, значит, у нас будут разные лабораторные проходить, да, проектная деятельность. Видите, вот нам есть стол. Мы заходили, там прямо очень все красиво, прямо современно. Ну, как бы, если вот все новое, все современное, это же, наоборот, мотивирует детей учиться. Ввод нового корпуса, строительство которого было реализовано в рамках национального проекта образования, позволило увеличить количество учащихся на более чем 200 человек. Расширение площади школы станет платформой для качественного образования, освоения новых навыков и комфорта для учеников. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск. Саха академический театр имени Аюнского провел торжественную линейку, посвященную Дню знаний. На мероприятии присутствовало более 150 школьников и студентов. Их поздравили представители руководства министерства и пожелали успехов в новом учебном году. Отмечу, во время торжественной линейки официально был дан старт новому театральному сезону. В мероприятии также приняли участие выпускники ведущих учреждений культуры, первые нынешние участники программы «Земский работник культуры». Я еду в этом году земским работником культуры, где самые отдаленные места, где будет северный край. Это Верхоянский район. Вот эту программу я узнала от коллег и подумала, что это очень подходит для меня, потому что я занимаюсь уже долгое время авианским языком и немножко знаю авианский язык и хочу культуру это побольше узнать. Поэтому я выбрала именно северный край. В первой школе Алдана сегодня прозвенел 100-й первый звонок. В этом году старейшее образовательное учреждение города и района отмечает вековой юбилей. Вместе с учениками школы на линейке, посвященной Дню знаний, побывал и мой коллега Руслан Павлов.
1 сентября 2025 года для первоклашек первой школы города Алдана стало особенным. День знаний сам по себе праздник, а когда звучит первый, он же 100-й звонок, это яркое впечатление на всю жизнь. Старейшая и самая большая школа в городе и районе отмечает вековой юбилей. 100 лет назад прозвучал первый звонок в первой открывшейся школе Алданского района. На линейку пришло всего 32 ученика, а в школе работало всего 6 учителей. Прошло 100 лет. На сегодняшний день в школе обучается 907 человек, а школьный коллектив педагогический насчитывает более 50 педагогов. Торжественные мероприятия по случаю столетия образовательного учреждения намечены на октябрь, однако готовиться к ним начали заблаговременно. Самый дорогой во всех отношениях подарок школа уже получила. К началу учебного юбилейного года здание нарядили в новые одежды. Школа приобрела совершенно другой вид. Она теперь у нас самая красивая школа района. 36 миллионов средств мы выделили на ремонт фасада школы номер 1. Действительно, в этом году и школе номер 1 города Алдана, и школе номер 6 города Тамота. Им по 100 лет. 95 лет Алданскому району, а школам у нас по 100 лет. Поэтому мы ей отремонтировали 6-ю школу, сделали 2 и 3 этажи, пол заменили на керамику, деревянный пол был. А первую школу обшили, как и лицей, который несколько лет назад обшивали за счет федеральных средств, а сейчас за счет местного бюджета. Внутри также все освежили, чтобы второй дом, а таким считают школу и ее обитатели, дарил тепло и уют на протяжении всего образовательного процесса. Что для тебя школа? Это счастье, друзья и образование. Школа – это наш второй дом, и мы тут проводим большую часть времени. В свой 100-й образовательный и жизненный круг первая школа вступает с новыми надеждами, планами и, конечно же, учениками, для которых также начинается новый период интересной и полной приключений жизни. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Мирнинском районе сегодня прозвучал первый звонок для более чем 9,5 тысяч школьников. В этом году в первый класс отправились свыше 400 первоклассников. А на этот учебный год ожидается 800 выпускников 9 и 11 классов. 1 сентября также стало важным событием для студентов регионального технического колледжа, куда поступили 392 первокурсника и политехнического института, которые пополнили сразу 100 новых студентов. Для кого-то этот день стал первым шагом на школьном пути, а для многих других – началом студенческой жизни. Ну а кто-то и вовсе уже готовится к экзаменам и новым вызовам в большую жизнь. Я уже заканчиваю, я чувствую вот это приближение, что вот скоро я закончу. Конечно, очень грустно покидать вот УПТИ, я обожаю УПТИ, просто это мирный город, просто прекрасный, я влюбилась в него. И что хочу сказать первокурсникам? Никогда не пропускать пары, это главное, быть активными, везде где-нибудь участвовать, потому что студенчество, оно быстро пройдет, эти 4 года или 5, оно пройдет так быстро, и вы не заметите. И вот поэтому я хочу, чтобы вот наши первокурсники везде участвовали и были заряжены. Вот. Более 700 школьников приняли участие в проекте «Парад первоклассников». В торжественном шествии приняли участие родители, студенты и учителя. Для всех гостей была подготовлена праздничная программа с поздравлениями и словами напутствия. Подробности у наших коллег из Нерюнгри. Белые рубашки, нарядное платье, шары и букеты. В Нерюнгри впервые проводится парад первоклассников. 19 образовательных учреждений района распахнули свои двери. В этом году в первый класс идут 736 учеников. Я желаю всем нашим ученикам, всем нашим педагогам, родителям, чтобы этот год был лучше предыдущего, чтобы он был насыщеннее, интереснее, плодотворнее, и чтобы вам встретились только хорошие ученики, хорошие учителя и хорошие родители. Главные участники праздника волнуются, с восхищением смотрят на старших товарищей и учителей и принимают поздравления. Дарили цветы, дарили нам подарки. И вот еще мы
рассказывали стихи. Первоклассников ведут заслуженные работники, опытные наставники. Елена Александрова – представитель династии педагогов. Совместный семейный стаж составляет 1055 лет. Елена Николаевна 36 лет работает учителем начальных классов. Многие ее ученики уже стали взрослые, но продолжают помнить и поддерживать отношения со своим первым учителем. Для ребенка, конечно, для каждого ребенка стараемся мы, учителя, стать второй матерью, да? Потому что это очень важно для развития ребенка, для его поднятия духа. Низкую самооценку нужно повысить обязательно у ребенка. Ну а также, конечно же, наша главная цель – это выпустить ребенка в жизнь. Первоклассников также сопровождают учащиеся выпускных классов. Это победители олимпиад, отличники, то есть те, кто является гордостью школы и примером для будущих школьников. Будущие выпускники и гордость школы. В честь праздника для гостей представлена театрализованная программа. Вместе с развлечениями сказочные персонажи подготовили и познавательную информацию. И уже завтра эти маленькие ниренгринцы займут свои места за партами и начнут новый и важный этап своей жизни. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Ниренгри. 14 сентября Национальная библиотека Якутии отметит свой вековой юбилей. За сотню лет расширился не только ее штат, но и значительно пополнился книжный фонд, который достиг отметки почти в 2 миллиона экземпляров. О жизни библиотеки расскажет Вероника Таюрская. История Национальной библиотеки берет свое начало в 1925 году. Тогда штат состоял всего из 2 человек – заведующего и 1 сотрудника. Впоследствии с расширением штата сотрудники библиотеки стали переводить произведения мировых писателей на якутский язык. С увеличением коллектива и количества читателей в 1973 году к историческому зданию возвели пристрой. В 90-м году основной корпус был закрыт на реставрацию, но это не помешало работе учреждения. В эти годы были приняты первые законы в нашей республике о библиотечном деле, об обязательном экземпляре. И самое главное, наша библиотека вернула свой статус национальной библиотеки. В те годы вот как раз благодаря всем этим постановлениям получили статус такой, как объект национального достояния. Национальная библиотека Якутии уделяет большое внимание восстановлению старинных материалов. Среди отделов реставрационная мастерская, где сотрудники кропотливо работают над тем, чтобы дать второе дыхание книгам, газетам и плакатам прошлого. Редкие экземпляры хранятся в книгах-хранилище и скрыты от посторонних глаз, но их цифровую версию читатели могут увидеть на сайте библиотеки. Перед отправкой материалов на сайт все публикации проходят проверку. Мы занимаемся управлением и формированием электронной библиотекой. Получается, мы все время следим, чтобы наш контент попадал в рамки Гражданского кодекса, часть 4. Все, что представлено на сайте, это наша работа. Отдел управления цифровыми ресурсами. Так что мы все контролируем там. Каждый библиотекарь должен знать Гражданский кодекс, часть 4. Поэтому чуть-чуть, можно сказать, у нас есть такие знания. На сегодняшний день численность коллектива библиотеки увеличилась до более чем 200 сотрудников, а книжный фонд составляет почти 2 миллиона экземпляров. Одним из главных событий, приуроченных к вековому юбилею, станет 4-й по счету Международный библиотечный конгресс, который пройдет с 16 по 19 сентября. Вероника Таюрская, Айлита Махно, Якутск. Ну а мирницы сразятся в забеге «Алмазный кросс». Это часть всероссийского кросса нации. Спортсмены впервые пробегут по трассе, огибающей карьер «Мир». Подробности далее. Бегуны Мирного готовятся к алмазному кроссу. В этом году самых активных атлетов ждет 10-километровая трасса вблизи карьера «Мир». Однако пробежать такую дистанцию без вреда для здоровья под силу лишь опытным бегунам. Без основательной подготовки тут не обойтись. Тренировка физическая – это адаптация к нагрузкам, это улучшает гибкость суставов. Встать из-за рабочего стола и побежать даже на 100-метровку я не советую, а тем более 10 километров. Должна быть подготовка с участием тренера, специалиста. На забеге будет дежурить врач. Для тех, кто не готов подвергать свое тело такому испытанию, организаторы подготовили дистанции попроще. Общий забег без учета времени на 400 метров, а также спортивный на 1 и 2 тысячи метров. Проверить силы и выносливость на алмазном кроссе 6 сентября заявились уже больше 100 человек. Присоединяйтесь и вы. Регистрация по QR-коду на экране.
Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.